И потом, что еще я бы хотела сказать, что наши родные, наших военнопленных хотят встречи. Безусловно, такая встреча была здесь, в Киеве, но поскольку это были по одному представителю, по два, и то не всех семей, которые представляют наших 24 военнопленных, то мы договорились таким образом, что вот и с Николаем переговорили, что после праздников сразу, там где-то после Рождества, потому что у них тоже там праздники в Российской Федерации есть какие-то, мы приедем в Одессу. В Одессу об этом сообщим заранее, чтобы было удобно всем. Может быть, это будет 10-11 числа января. И поедем и переговорим. Я завтра встречаюсь с заместителем министра обороны, который курирует эти вопросы. Встречаюсь с госсекретарем Министерства иностранных дел. И мы переговорим вопросы, обсудим поездки в Москву. Вот это интересно. На суд? Да, значит, мы хотим, вот и уже переговорили с Николаем, что предварительно это будет с 15 по 22 января. Вот в этот промежуток назначат суды. Значит, мы переговорили уже с Укрзалезницей, да, что они нам дадут, когда мы определимся с датой, просто прицепят вагон для того, чтобы мы все поместились и поехали в Российскую Федерацию. Вы вместе поедете? Конечно, обязательно я поеду вместе с родными. И переговорили с посольством, что они могут предоставить по одному от семьи место проживания у них в гостинице, которая есть при посольстве. И мы там можем остановиться, и какой-то транспорт они нам тоже предоставят для того, чтобы мы перемещались. Но я думаю, как раз, когда у нас будут вот эти все уже тактические вещи согласованы, я как раз приеду в Одессу и переговорим уже там с теми родными, которые будут ехать. И я думаю, что мы обсудим в том числе некоторые такие публичные вещи. Например, как мы же понимаем, да, что я тоже там была в Российской Федерации, у меня даже были решения судов, чтобы меня пустили. Абсолютно. Но никто же решения судов собственных не выполняет, не говоря уже про международные конвенции. И, может, вообще они ее не читали, эту Женевскую конвенцию, по которой мы говорим, что у нас наши ребята военнопленные. Да, и что по статье 17 этой Женевской конвенции они имеют право сказать только фамилию, имя, отчество и свой номер. Все. И больше ничего не давать, никаких показаний. И наши мальчики молодцы. Они все герои. Они все именно так и сказали, отказались давать какие-либо показания. И это очень выигрышная ситуация для страны в борьбе за наших моряков. Это значит, что у нас единая стратегия, что это военнопленные, они сами себя так считают.